Вопрос денег, личных сбережений всех волновал и всегда. Но, наверное, сейчас этот вопрос стоит остро для многих наших телезрителей. Специально для этого мы пригласили в нашу студию финансового консультанта Марину Бесярину. Марина, доброе утро. Вот сейчас вся надежда на вас. Просто чтобы вы нам за небольшой промежуток времени разложили все по полочкам. И первый вопрос. Вот вы финансовый консультант, понятно, да, но вы человек, в первую очередь, который способен впадать или не впадать в панику, в депрессию. Что вас испугало, взволновало вот в последние дни особенно? Ох, какой вопрос искренний. На самом деле меня испугала ситуация, связанная с блокировкой золотовалютных резервов Центрального банка. Ой, это вообще, конечно, непонятно для нас. Сейчас скажу, да. До этого те санкции, которые объявлялись, да, они мне вот, не казались, вот этот SWIFT, можем потом чуть-чуть поговорить, но когда объявили то, что золотовалютные резервы – это подушка безопасности для страны. И там, на секундочку, 643 миллиарда долларов. И это наши деньги. Эти деньги Центральный банк использует для разных целей, в том числе для поддержания курса рубля. Вот. И когда сказали, что их заморозят, я, если честно, села считать, да, сколько же заморозят? Выяснилось, что либо 50% заморозят, это где-то 320, да, либо 70% заморозят, это останется там 230. Я порылась дальше. А что было в кризисе 2008 года, насколько просела вот эта ситуация, насколько это была подушка безопасности, использована, успокоилась на 200 миллиардов долларов. Потом посмотрела, что было в 2014 году, 160. И поэтому я верю всем заявлениям, которые, вот, например, Силуанов пояснял, Набиуллина поясняла, что в нашей стране запаса хватает. А вчера вообще вышел указ. Кто-то, может быть, расстроился, я обрадовалась. Я обрадовалась. Это указ, всех обрадуем. Да, это указ президента. Он о том, что 80% валютной выручки, вот это вот наши «Газпромы», там, «Роснефть», все, что продают, теперь 80% они обязаны продавать. Им это, конечно, не алё. Потому что, вот представьте, в январе они там на 100 единиц продали, в феврале там на 100 единиц продали, они могли деньги держать там где угодно. А сейчас обязаны вот эту валюту продавать Центральному банку. В прошлом году, в 2021, вот этот весь объем был около 500 миллиардов долларов. И если 80% продавать, то 400, это вот этой вот недостающей части, помните, я сказала 643, да? Вот этих 400 за год эти деньги могут прийти. Почему говорю «могут»? Потому что каждый день, новости какие-то, да? Но что может быть тут худшего? Эмбарго, например, объявят. Там не захотят у нас сырье покупать. Да. Но я смотрю, а что Китай? Китай говорит, все скуплю у вас. И вот я на самом деле успокоилась за рубль. И меня спрашивают, вот это 3 дня подряд, это у меня, конечно, звонки были с утра до ночи. С одними и теми же вопросами, что делать. Я говорю, с рублями. Я один из первых, кто позвонил, спросил, что делать. Ты, конечно, первый, но позвонил, да, люди звонят, я отвечаю. Значит, что с рублями? Я не вижу риска по рублям вообще. А как? Вот если смотреть на нынешний курс доллара, это же рекорды. Значит, да. Если, допустим, часто задают, сегодня покупать, во-первых, вот надо думать такую вещь. Если ты за 130, за 140 купил, а завтра они тебе нужны, то продашь-то ты их за 90, за 80. И когда стоит вопрос, а ты успела закупиться? Вот для меня это не вопрос, потому что стратегия у меня, я ежемесячно или по возможности, я постоянно их покупаю, валюту. Потому что у меня стратегия была там 20-30% рублей, 70-80% доллары. Вот.
Возможно, я эту стратегию сейчас пересмотрю. А сейчас не опасно держать валюту на своих счетах? Вот. Это тоже хороший вопрос. Значит, конечно, лучше ее в наличии держать, лучше. Под подушкой? Ну вот, вы знаете, на этот момент я ее Сняли? частично сняла. А подождите, то есть правильно делают те, кто бегут в банке, очереди в банкоматах, вы эти ролики наверняка видели, снимают наличные. Нам что, сейчас Смотрите. бросаем эфир, снимаем деньги? Нет, они же бегут, снимают рубли. Ну да. Это зачем делать? Смысла в этом никакого Это нет. бессмысленно. Ну, смотрите, если Не ваша нужно психика... паниковать? Нет, если ваша психика про то, что если вы не сняли и у вас там сердечный приступ, конечно, надо снять немножко, там, на неделю, на месяц. Но в целом по рублям, вот этот ажиотаж, он искусственно созданный. Вот 22 февраля сняли 2 миллиарда рублей, да? А 24-го 111, условно говоря. Там в 58, в 60 раз больше. У банков же нет таких денег. Нет их в виде налички. Поэтому вот этот вот ажиотаж искусственно создан. Я всем говорю, что по рублям риска я никакого не вижу. По рублям. Что будет по рублям? Я не вижу риска. Я только что рассказала историю о том, что вот эти золотовалютные резервы, они будут направлены на поддержку. Конечно, его там 73 рубля не сделают, но разумный какой-то, я не думаю, что там он улетит, как было это в выходные дни. Ну, по крайней мере, на сегодняшний текущий момент вот от этого всех вот этих цунами финансовых сейчас биржи не работают. И вообще сейчас такая ситуация, кто не профессионал, он и не разберется в этой ситуации, потому что на Форексе на одном рынке один курс доллара, в Центральном банке другой, в коммерческих банках третий. И не стоит вопрос, ты успела закупиться или не успела. Это либо надо делать, либо не надо делать. Ты, если сидишь в рублевой зоне, ты тратишь рубли, зачем тебе сейчас эта валюта? Ты уже не успела ее надо было там покупать, когда она 70 чуть-чуть была там с небольшим. Это сейчас многие нас смотрят и говорят, ой, какие доллары? там доллары, какие там евро, какая валюта вообще. А вот гречку закупить впрок, вот это по-нашему. Ну вот, кстати, про гречку и про то, что закупить. Вот сейчас шутки очень, шутками. Да, шутки шутками, а многие уже волнуются о том, что делать с ипотекой, что сделать вот с такими покупками. Значит, смотрите. Кто их уже сделал, возможно, как вот им жить. Кто уже сделал или у кого-то есть ранее согласованные процентные ставки. Процентную ставку можно было там согласовать 5, 7, 9, да. 10%, условно говоря. У банков они там срок дают там, на 2, на 3 месяца. И если была идея, купить, а что-то не откладывалось, то, конечно, сейчас ставки со вчерашнего дня, ставку рефинансирования сделали 20%. Она была 9,5, сейчас 20%. С одной стороны, она как бы защищает вкладчиков, потому что люди должны подумать, это точно ли я прям хочу все снять, да, может быть, я ей на вкладе оставлю. А с другой стороны, она, конечно, бьет по заемщикам. И сейчас, как по мне, так это дороговато уже, да. С другой стороны, что делать, да? Наверное, где-то, пока переговоры не кончатся, вот в этот период суетиться не надо. В этот период суетиться не надо, да. Что может произойти потом, да? Мы можем только судить от того, что мы знаем в прошлых периодах. Я не ожидаю, там, некоторые говорят, ой, мы сейчас увидим падение цен на недвижимость, людям типа есть нечего будет. Ну, во-первых, с чего бы так думать, да? Импортозамещение у нас все равно оно случилось. Сегодня есть достойные колбасы, сыры. С этим страна с 2014 года справилась. И сейчас я так вот думаю, что будет рынок рабочих мест новых. Вот мы видели в период ковида, за 3 месяца госпитали разворачиваются. Да? Я думаю, мини-заводы сейчас могут с такой же скоростью разворачиваться. И если переходить на продукты, которые вот
нужны для жизни. Это не только же еда. Понятно, что повара там всегда нужны, к примеру. Вот. И главное сейчас не суетиться. Марина Бесярина, спасибо, Марина, огромное. На этой классной фразе мы прервем нашу беседу. А вообще хочется говорить и говорить. Бесконечно. Мы Так с вами что еще ждем. встретимся. Да. Продолжаем прямой эфир утренней программы «Салям». Будьте с нами. Да, Лилия Курамшина, Иван Тихонов. Никуда не переключаемся.